Так, у меня опять сбои, да, какие-то? Меня не видно на экране. У меня проблемы с интернетом. Так, друзья, меня не видно, да, вам? Вот, появился, да. Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 26 августа 2022 года, 21:01 по Берлину и 22 часа 01 по Джохару. Друзья, приветствую вас. У меня сбои начали происходить перед началом эфира, поэтому если произойдет сбой и я не смогу продолжить данный стрим, то я переключусь на телефон и зайду с телефона. Имейте в виду, если у нас начнутся проблемы, я вам не смогу ответить. Так, Джохар, ва алейкум ассалам, Асламбек, леди, Шавега Машволь. Да, это прямой эфир, Джохар, это стрим. Это не в записи мы сегодня. И это не стрим с ТикТока. Сейчас прямой эфир. Ассаламу алейкум, Машволь Асан, ва алейкум ассалам, Машволь, гражданин Чкери, Чири, Довиле, ва алейкум салам, гражданин Шаверга Машволь. Друзья, пока вы собираетесь, друзья, я вас снова приветствую и перехожу к сводкам с полей фронтов, с поля боя. Так, смотрите, друзья, как обычно, это очень важно, потому что и вчера были потери, гибнут, огромное количество людей гибнет, и Генеральный штаб Сбройных сил сообщает на 26 августа с 24 февраля 46 250 штук оккупантов уничтожено, 400 за прошедшие сутки. Это говорит о том, что горячие бои, мощные боевые столкновения происходят в данном случае, раз уже 400 русских оккупантов уничтожено. 7 танков за прошедшие сутки уничтожено, итого их 1936. 6 боевых бронированных машин, итого их 4251. 1040 артиллерийских систем, 3 штуки за сутки, и 272 РСЗО, 0 за сутки. Антиаэркрафт 148, 0 за сутки. Летаков, телекоптеров 234, 202 соответственно, 0 за сутки. 6 БПЛА оперативно-тактического уровня 834 всего. Крылатых ракет 196, кораблей, катеров 15. И в обоих случаях 0 за сутки. 3162 автомобиля техники и цистерна, 2 штуки за сутки и 0 спецтехники, итого их 99 этой спецтехники. Друзья, рад вас еще раз вновь зашедших приветствую. Наш канал очень сильно подвергается, постоянно он подвергается, но вот последнее время, последние дни, он очень активно подвергается давлению, и не только наш канал, и всячески пытаются, вся вообще агентура активизировалась, здесь развернулась такая большая, готовилась такая схема, которую мы разоблачили еще в самом ее начальном этапе, и все идет по этому сценарию. Может быть, они будут переигрывать, может быть, они будут изменять, полностью отменять этот свой план. Но я вам расскажу, как я это вижу. Это всего лишь мое мнение. Я владею информацией только из открытых источников. Ни с какими спецслужбами не сотрудничаю. Я абсолютно независимый человек. И, соответственно, какой-то инсайдерской, секретной информацией не владею. Только лишь на открытых источниках и на личном опыте, который мы имеем. Я вам сегодня постараюсь рассказать, как я это вижу, и если где-то вы со мной не согласны, вы можете это прямо в чате здесь говорить, или же после нашего стрима вы можете в комментариях написать, с чем вы не согласны о том, что я вам сегодня постараюсь рассказать. Опять же, это не полная картина, я не претендую на истину в последней инстанции.
понимаю, что некоторые вещи я могу упустить из вида, некоторые детали я не могу знать по определению, только лишь предполагать, догадываться. Поэтому задача со многими неизвестными может иногда, конечно же, быть, даже не иногда, очень часто может быть ошибочной. Но мы будем стараться максимально быть объективными и беспристрастными. Друзья, иногда заболеть и не пойти на работу стоит того, чтобы попасть на стрим к Аслану. Всем салам алейкум и витаю. Хорзум. Ва алейкум салам. Хорзум. Приветствую вас. Секрет, Аслан, сложно ли выучить родной язык и думать на нем, чтобы мысли шли на нем? Ну, я не знаю. Я родной язык знаю с рождения, с детства имеется в виду. И поэтому как-то, не знаю, хороший результат. Америка и Англия вступают в войну. Америка и Англия не вступают в войну в том понимании, в котором мы видим, понимаем. Но, конечно же, без поддержки США и Великобритании у украинцев дела были бы намного хуже, чем они есть сейчас. И финансовая, и техническая, и вся остальная политическая, информационная, ну все видите, все знаете. На информационно-политическом поле фактически под ноль просто уничтожена пропаганда фашистов. На поле боя достигнут паритет, враг остановлен, враг деморализован, и это тоже помощь информационного непосредственно сражающимся, помощь на поле боя сражающимся. Но в спецфронте, скажем так, там у нас все плохо, я вам скажу. Вот. Буду сегодня откровенен, Дион. Абсолютно все просто очень плохо. Сейчас ситуация выруливается, исправляется в какой-то степени, так как слишком нагло просто повели себя агенты, которых пригрели на груди. Я не знаю, для чего их держали. Я-то тут всего лишь рядовой гражданин, политэмигрант, живущий даже не у себя на родине. И тут рассчитываешь, что там все понимают, там все знают, надеются. В принципе, надеешься на это. И, в принципе, конечно, выруливается ситуация. Чаще всегда она выруливается. Где Америка и Великобритания замешаны, там всегда они в долгу не остаются. Но, еще раз напоминаю, мы, чеченцы, 3-4 тысячами наших бойцов гоняли, как зайцев в поле, российскую армию и превратили ее реально в зайца и в кролика. Но пока наши воины сражались в тылу, на спецфронте, у нас были потери, потому что мы не были готовы к тем спецактивным мероприятиям, как они любят это говорить, их мероприятиям активным. Мы не смогли, факт остается фактом, не смогли полностью предотвратить. Не хватило ресурсов, не хватило помощи и так далее, и так далее. Сейчас все это и у Украины, и у Запада имеется, и я, конечно, уверен, выстоят. Но представьте, какая картина. Даже есть люди, которые долгое время сидят, ничего не делают, и вот сейчас просто вся агентура активизировалась. И активизировалась она с тем, что вот они прокололись, очень большой прокол они совершили.
они в погоне на то, чтобы дискредитировать Владимира Зеленского, украинское сопротивление, о котором я уже давно говорю, с момента, как только они в Аленовке убили военнопленных, одного там жестоко пытали, убили, и 50 или 52 человека, как они говорят, верить им, конечно же, нельзя, но понятно, что десятки погибших, если не 100, не больше, со стороны военнопленных имеется. Это, конечно, вероломство запрещено, законом запрещено, международным законом. Но Россия только так умеет воевать. Вероломностью, подлостью, этим только она и умеет побеждать. И в этом и заключается вот вся ее сила и мощь. Вероломство, обман, подлость. Вот как-то так. Ну, давайте по порядку. Смотрите, в Аленовке были казнены военнопленные. За этим поступила информация, стоит Вагнер, частная военная, так называемая частная военная компания, как компания Вагнер. На самом деле это никакая не частная военная компания, это обычная банда наемников, которые за деньги убивают людей по всему миру. И возник вопрос, для чего вот такое коварное, кровавое, демонстративное убийство было совершено. И потом, наблюдая за процессом, который протекает вокруг этого убийства и вообще от авторов вот этих преступлений, авторов это в первую очередь Патрушев и другие товарищи, которые его обслуживают. Конечно, ни Путин, ни все остальные не освобождаются от ответственности, у них так много преступлений, что им не освободиться никак. Но мы просто на тот же уровень или рядом с ним ставим, с Путиным ставим Патрушева, потому что эта персона должна также быть известна людям, и, конечно же, должны знать, что не один только Путин там такой кровавый преступник. Не только Патрушев, конечно, тоже, но, тем не менее, один из самых одиозных террористов, это русский Фредди Крюгер, Николай Патрушев, который, его сын является министром сельского хозяйства, и он же сейчас занимался тем самым, российское сельское хозяйство, министерство занималось вывозом того самого зерна, о котором так много говорили, и мы все не могли понять, почему говорят о каком-то маленьком проценте мирового зерна, который не так важно по сравнению с разрушаемыми городами, убиваемыми женщинами, уничтожаемыми роддомами, детьми и всем остальным. И несмотря на это, такой вот появился какой-то такой визг вокруг этого зерна, что это вызывало недоумение многих людей. Это в какой-то степени была попытка вывода Патрушева, сына Патрушева, Дмитрия Патрушева, сына Николая Патрушева, Дмитрия Патрушева, видимо, втягивание его в этот переговорный процесс для того последующего его как бы воцарение, да, президентством это назвать нельзя в России. Но такую кандидатуру, кстати говоря, про Патрушева говорил Гудков, и который предлагал американцам сместить Путина и поставить Патрушева. Я тогда подумал, что речь идет о Николае Патрушеве, совсем забыл про Дмитрия Патрушева, который является запойным алкоголиком и просто патологически, просто до истерики просто боится своего отца, просто панически боится своего отца. Ну, что, в принципе, можно объяснить. Итак, возвращаемся к теме убийства и военнопленных и дискредитация украинской власти и украинского сопротивления. После того, как совершено было это убийство, мне показалось, я подумал, что
Таким образом, они хотят, чтобы украинцы ответили, убив каких-нибудь пленных, которые у них тоже в огромном количестве имеются, но почему-то русские их не меняют. Азовцев и украинских пленных они поднимают, тем самым, их поднимают, конечно, в первую очередь сами украинцы, борясь, пытаясь вытащить, беспокоясь, привлекая международные организации. Но видно гуманное отношение к своим людям, соответственно, как и положено людоедам из фашистской России, они пользуются и манипулируют на самых святых чувствах людей. Так было в Чеченской республике, так они вынуждали нас покупать даже трупы своих мирных граждан, никаких не воинов, никаких не солдат, даже мирных граждан, не говоря уже, конечно же, о воинах. Затем я это озвучивал, и этот сценарий чуть-чуть спал, сошел на нет. Казалось, что никто не будет убивать пленных русских оккупантов. Но потом появилась информация, которая, опять же, из открытых источников, которые я получал вместе с вами, где Марк Фейкин, бывший депутат, участник войны в Боснии, по-моему, он там где-то на Балканах воевал, затем депутат, потом принимал активное участие там в переговорных, договорных разных процессах, разведывательных, я это называю, процессах во время русско-чеченской войны, встречался с Масхадовым, выкладывал это видео и так далее, и так далее. Теперь это стал большой враг Путина. Раньше не замечали за ним, ни после взрыва 99-го года не замечали, ни после. Но вот когда Надежду Савченко арестовали, пленили, не знаю, что это было, тоже инсценировка это была или нет, адвокатом у нее выступал Марк Фейгин. Марк Фейгин, я об этом говорил неоднократно, когда я работал адвокатом в Москве, ходили слухи, это были слухи, но потом это подтверждается и вот сегодняшним его поведением, и подтверждается той же Надеждой Савченко, которая потом выяснилась все-таки не такая уж и героиня оказалась в украинском обществе, и там что-то не то мутило, даже отсидела, по-моему, срок, я за ее судьбой не следил. Так вот, про Марка Фейгина говорили, что он гибнявый, не знаю, ГРУ или ФСБ, речь шла о ФСБ, работает на власть. Адвокат, как известно, такими делами заниматься не имеет права, адвоката вербовать нельзя и так далее. Если ты или завербован, или если ты был агентом до того, как стал адвокатом, то, наверное, тогда остается вся эта тема. Впрочем, как и Алексей Навальный, тоже адвокат, который ни в одном уголовном деле не участвовал, а адвокатский статус нужен только лишь для того, чтобы участвовать в уголовных делах. Так вот, этот Марк Фейкин, как я его называю, разговаривал с украинской журналисткой, это видео тоже есть у нас на канале, и предлагал брать в заложники чеченцев, которые котируются и обмениваются очень хорошо, или же каких-либо других россиян, или родственников россиян, чиновников каких-нибудь. Фактически это было сказано в интервью, открыто, не стесняясь. Затем происходит очень интересное, я об этом опять же начинаю кричать, говорить, ни в коем случае не берите никого в заложники, вас пытается опустить на свой уровень, и у меня такой термин появился как чеченское дежавю, потому что все, что сейчас происходит вот в тылу, скажем так, Украины, мне напоминает те события, которые происходили в моей стране, среди моего общества, среди моей нации. Видно, что процесс идет, видно, готовится суд над азовцами и другими украинскими военнопленными. Мы говорим азовцы, потому что просто о них русские очень много говорят. Но при всем при этом там есть не только азовцы, там есть и другие украинские военнослужащие. И речь идет, конечно, обо всех украинских военнопленных, которых будут, как говорят, в Мариуполе судить.
Суд должен состояться показательный, так как русские совершали массовые тяжкие военные преступления, геноцид, преступления против человечности. Сама война была начата как геноцидальная денацификация, да, лишение украинцев своей национальной идентичности, что не должно быть людей, исповедующих украинскую культуру, украинскую идентичность. И, конечно же, война сама уже изначально была построена как преступление, тяжкое преступление. И вот возникает ситуация, когда они строят клетки, ну, как-то очень в таком грязном, в таком вызывающем, отвратительном виде пытаются показать для того, чтобы испугать украинское общество, украинских женщин, детей, женщин, матерей, жен матерей в первую очередь, потому что других испугать у них не получается и не получится. Но, конечно, матери и жены переживают, это понятно, мы тоже переживаем, но вот таким образом пытаются воздействовать. И потом возникает ситуация с покушением, с убийством, якобы убийством, тоже неизвестно, была убита Дарья Дугина или нет, но возникает такая ситуация. И я посмотрел всех вот этих, почти всех, может быть, не всех я посмотрел, потратил уйму времени, посмотрел, пересмотрел, обращал внимание на все детали, фразы, которые они там употребляют. Все говорят по-разному, называют Пономарева, который фактически взял на себя ответственность за убийство, так называемое убийство Дарьи Дугиной, так как зачитал этот манифест неизвестной ранее никому Национальной республиканской армии России. Обычный это фейк-симулятор, я в этом не сомневаюсь. Это обычный фейк-симулятор ФСБ, который ранее, оказывается, совершал нападение на военкоматы, что тоже полная туфта, конечно же, что и тогда мы даже этого названия, этой фейковой ФСБшной организации не слышали. Это все было в Чеченской Республике. Все, что я вам сейчас говорю, все это один в один повторялось в Чечне, в Чеченской Республике. Именно поэтому я могу так уверенно утверждать, что это все имитация, симулятор, что это обман. Так вот, происходит взрыв машины Дугиной, показывают нам Александра Дугина, который тоже ехал, оказывается, следом за этой машиной, и вбросы такие разные версии, начиная там от более правдоподобной версии там разборки, финансовой разборки, заканчивая там какими-то там версией ФСБ, скажем так, что за этим стоят там азовцы, Украина и так далее. И в этот момент, как только вот эта версия озвучивается, Пономарев, тот самый депутат, гражданин Украины, который, как и Невзоров, я не знаю, для чего Украина собрала, она сама себе и в ногу, и в живот, и в висок одновременно выстрелить собралась, наверное, Украина, раз собирает все вот это грязь, вот это главных врагов и убийц чеченского народа, идеологов, да, пропагандистов, очень страшных людей, которые очень себя хорошо чувствуют, их никто не преследует, они жили очень богато, не бедно, скажем так, жили в фашистской России. Ну вот, Пономарев фактически у того же Фейкина, они сейчас уже все, вот сейчас вы посмотрите, все, кто сейчас поддерживает Пономарева, во-первых, это можете смело их всех брать, украинцы, и не только украинцы, тут на Западе, всех просто можно смело брать и обменивать их на наших пленных, которые там есть. Кстати говоря, я бы хотел бы напомнить украинцам, что Тимур Тумгоев, он также находится в плену,
и о нем я тоже говорю. И обменивать убийцу Амины Акуева на украинских пленных можно, необходимо, надо своих вытаскивать, но забывать о того, кого сами выдали по вине генерального прокурора Украины, по вине зама генерального прокурора Евгения Енина, человек, которого выдали, вызвав с фронта, его забывать мы тоже не должны ни в коем случае. В противном случае ничем не лучше вот этих русских террористов получаемся. Даже хуже. Они, по крайней мере, никого, кто воюет за них, никого не выдавали. И вот у Фейкина Пономарев фактически прямо заявляет, что Владимиру Зеленскому, ему не хватило наглости, видимо, такого не было, ему не хватило наглости сказать, что именно прямой указ был от Владимира Зеленского, поэтому в такой степени Зеленского пристегнуть будет очень трудно. Они пристегнут, они все сделают, они еще от себя добавят, они видео, аудио, фото подделают, сегодня технологии позволяют. Что им не хватает, они доделают, подделают и сделают, попробуют сделать. Конечно, у них не получится, потому что я абсолютно убежден, а если бы я не был бы убежден, я бы так не заступался бы за Зеленского, я убежден, что он никогда бы не совершил террористический акт и не отдал бы приказа. И власть Украины на это не пошла бы. По крайней мере, проукраинская власть не пошла бы точно. Потому что это самоубийство, это уничтожение не только самого себя, своей репутации, это уничтожение украинского сопротивления. Представьте, это предательство, это самое большое преступление, которое можно совершить. Поэтому никогда не пойдет ни украинское руководство, ни Владимир Зеленский на такие вещи. Ну вот Пономарев говорит, что Зеленский рассчитывает на нас, русских, которые там должны что-то сделать. А что-то сделать это не значит убить некомбатанта общественно опасным способом, взорвав. И на украинскую армию он рассчитывает. Это правда, конечно же, украинская армия. Он отдал приказ, она сражается, убивает оккупантов, все делается на законных основаниях, не нарушается закон. А вот совершать террористический акт на территории фашистской России Зеленский этого не говорил. Но Илья Пономарев как-то пытался, неуклюже, правда, это получалось, слишком уж, видимо, прокол страшный получился, до того страшный прокол, что Невзоров сказал, что уже, типа, Пономарев, такой лошок, не очень, короче говоря. Поэтому ситуация развивается следующее, как я это вижу. Вероятно, возможно, убийство, взрыв машины была инсценировкой. Вернее, убийство было инсценировкой, машина была взорвана по-настоящему, но убийство Дарьи Дугиной было, возможно, была инсценировкой. Для того, чтобы сегодняшнего Александра Дугина поднять, а сейчас по всем вот этим крутым блогерам, крутым информационным агентам фашистской России, пропагандистами, уже Дугин возносится до какой-то там великой идеи, такой великого человека, который там такой весь идейный фанатик и так далее. Это неправда, абсолютно неправда, стопроцентная неправда, ничего не преувеличиваю, ничего не приукрашиваю. Обычный просто проходимец, мошенник, аферист, которого очень хорошо охарактеризовала, которого с детства знала, или с детства, или мамы дружили, как говорит Валерия Ильинична Новодворская, знала, ее мама дружила с мамой Дугина Александра, что он никакой не фашист, а он зарабатывает на это, он по работе фашист. И это так. Вообще вся система в КГБ в России построена на том, что они, когда уничтожают какой-нибудь независимый институт, они его иногда просто уничтожают и молчат, но потом понимают, что он необходим, и воссоздают его.
Вы можете посмотреть на все, начиная от оппозиции, заканчивая религией. Все у них они сперва уничтожают, а потом воссоздают. И в этом смысле они очень сильно научились. Еще немножко отходя в сторону, могу сказать, что демократические институты в России, они точно так же были уничтожены, точнее взяты под контроль. Не как большевики их сперва всех расстреливали, а потом назначали своих там попов, мул, раввинов и так далее. Просто каким-то образом подкупали, дискредитировали в мягком виде. Вот все правозащитные, московские правозащитные организации, в которых я побывал, там, ну, не все, конечно, про мемориал я такого не могу сказать, но большая часть возьмем вот этих правозащитных организаций, там не просто где-то один-два агента ФСБ там маячили. Там от руководства, заканчивая чуть ли не уборщицей, все являлись стукачами, агентами и так далее. Опять же, не все. Там бывали полезные юристы, потому что юристы в этих организациях были нужны. И не всегда они бывали агентами. Но по большей части все руководство состояло из агентуры. Вот именно вот эти демократические институты, которые вроде бы западная цивилизация принесла в этот Советский Союз. И туда вкачивались огромные деньги. Более того, сейчас продолжается та же работа. Есть разные чеченские представители, россияне, которые работают на установку по программе, по системе, которая им диктуется, указывается с фашистской Россией, и они за это получают западные гранты и деньги. У них это получается, они умеют готовить документы, они знают, куда обращаться, кому, как, что просить и так далее, и так далее. А простые люди, независимые люди, они многого не знают и не знают, как там добыть деньги или как-то там что-то сделать для того, чтобы развиваться и приносить пользу, реализовывая свои какие-то там идеи. Так вот, Дарья Дугина, да, если она была уничтожена взрывом ФСБ, об этом знает без сомнения Александр Дугин. Об этом знают все сексоты, все агенты ГРУ и ФСБ, которые есть в России, что это дело рук ФСБ или ГРУ, мне не без разницы. Я полагаю, все-таки это РОШ, организация, куда входит и ФСБ, и ГРУ, которым управляет Патрушев. И если же он знает, если ее реально убили, то получается Александр Дугин просто запуган, испуган, сломлен, подчинен. И в таком случае он должен быть, ну, по крайней мере, какое-то время не на виду. Это можно было бы легко там сказать, что переживает потерю, он не выходит на связь там, и так далее, и так далее. Он это мог легко сымитировать даже перед своими кураторами, если бы это было бы вот именно вот ее убийство, и это было бы запугивание. Ну, в любом случае, если бы он продолжил бы эту борьбу, линию за Кремль, за ФСБ, за ГРУ, у него отец, говорят, какой-то, говорят, кто же это говорил-то? Кто-то говорил, не помню сейчас, что его отец там какой-то генерал ГРУ, что ли, там, бывший, этого Александра Дугина. Но это сейчас симбиоз, сейчас ФСБ, ГРУ, они не делятся. Все подчиняется ФСБ, все подчиняется Патрушеву, Бортникову, Путину, и военные, и все остальные, потому что тот же министр обороны Шойгу также является, без сомнения, либо агентом, либо кадровым офицером, генералом, высшим офицером ФСБ. Он занимался сокрытием следов после взрыва в 1999 году, будучи тогда министром по чрезвычайным ситуациям. И получается, что если Дугина убили, то Александр Дугин просто предатель, трус, предатель памяти своей дочери. Но почему-то мне кажется,
что Дарья Дугина, она не ликвидирована. Да, вероятно, там был труп женщины, и, вероятно, может получиться так, что она не погибла. И ей могут сделать, вполне вероятно, могут сделать пластическую операцию. Это у спецслужб очень практикуется. Изменение внешности, изменение документов и переведут на какое-то новое задание и так далее. И вот в таком случае, то, что это совершила ФСБ, ГРУ, РОШ, не имеет значения, российские спецслужбы, этот факт мы зафиксировали. Этот факт, я в этом убежден на 100%. Если же она жива, и это больше похоже на то, потому что в таком случае тот актерский талант, который он использовал на похоронах, и лежит, гроб открытый, там лежит тело, и даже вот уровень, на какой уровень подняли прощание, панихида как проходит, тоже очень интересно наблюдать. Видно о том, что Александр Дугин властью не отторжен. Убив ее дочь, похорони ее, быстро спрячь, не вякай, сиди. Это в случае, если он там где-то возмущался или там пытался оспорить какие-то моменты с нынешней властью. И также не терпит, в этом случае не терпит критики версия о том, что это было дело сделано из-за денег. Я думаю, вот исходя из того, что такие пышные прощания с никому неизвестной Дарьей Дугиной, или мало кому известной Дарьей Дугиной, похоже на то, что если бы это было связано по деньгам, связано с деньгами, то в таком случае такого прощания бы, этот спектакль нам бы не показали. Остается вот последняя версия, которой я более склонен думать, что это операция по изменению внешности и сокрытию Дарьи Дугиной для того, вот мотив самое главное, теперь мы подходим к этому моменту, для того, чтобы очернить, дискредитировать украинское сопротивление, начать закручивать гайки внутри страны среди недовольных или, скажем так, неблагонадежных российских чиновников. И самое интересное, может это сейчас они изменят этот план, но вот мне кажется, получится так, что Дугина, как и ее отец Александр, должны были выступить на суде, вот этом судилище над украинскими военнопленными. И для того, чтобы она какие-то там тайные вещи, свидетельства, которые она располагает, она там была и в Мариуполе, и в других местах. И вот на суде нам рассказывают, что погибшая Дарья Дугина была убита именно из-за того, что она была ценным свидетелем. Она знала очень много про то, что там вытворяли вот эти страшные азовцы и так далее, и так далее. И в этот момент теперь же уже она не может ответить на дополнительные вопросы, когда человек врет, как свидетель на суде. Очень легко его бывает поймать, ну чаще всего, когда вы ему задаете дополнительные вопросы, и судья не предвзят и разрешает вам, и сам задает, и вам разрешает. Тогда очень легко поймать на лжи. Но тогда, так как нету уже свидетеля, он погиб, не дожил до суда, то можно оставить многие вопросы без ответа, так как погибла Дарья Дугина. Но и это одновременно помогает ранее отправленному в Донецк, на Донбасс, так называемый ДНР, Игоря Гиркина, которого у Фейкина каждый вечер под отчет разрекламировал о том, что какой-то Гиркин, да, террорист, да, какой-то мерзавец, но зачем его было так пиарить, что его там задержали на границе, потом отпустили и так далее. Если бы ему туда не дали бы добро, он ехал туда, ему не дали добро,
что его бы дальше не пустили бы, развернули бы, отправили обратно. Если же он ехал туда по заданию, его бы не задержали бы, и мы бы не узнали об этом задержании, причем с паспортом. Паспорт, выданный на имя какого-то Рябова, что ли, не помню сейчас точно фамилия какая там была, но сам факт, что буквально за несколько дней до этого всем известный Христо Грозев заявил, что вот он знает, что у него вот такая фамилия, он знает, на каких там рейсах он летал или так. И по какому-то странному совпадению именно эта фамилия и паспорт именно этой, буквально через несколько недель, тем самым поднимая акция Христа Грозева, который, надо же, правильно угадал фальшивую фамилию Игоря Гиркина на документах, по которым он путешествует. И об этом нам про Гиркина рассказал небезызвестный Арестович, что вот его задержали и так далее. Так вот, вероятно, Александр Дугин направлен в поддержку Денису Пушилину, симулякра Гауляйтера, изображающего главу, имитирующего управление Народной Донецкой, и имитирующий управление имитационной Донецкой Народной Республикой, и к боевику-симулякру, имитатору. Он очень себя пытался позиционировать, и он мне напоминал, что он пытается изобразить, Гиркин я имею в виду, это боевик, он террорист на самом деле, но боец-симулятор, он имитирует. Это садист, убийца и так далее, но никакой не воин, и никакой не боевик, и никакой не боец. Он пытался походить на Шамиля Басаева. Его манера говорить правду и так далее, и так далее. И таким образом он завоевывал себе расположение, в том числе за русским информационным полем, за Россией. Потому что человек иногда говорил правду, которая, конечно, не увлекла никаких наказаний для тех, кого он там упоминал, но все равно он ее говорил, и это как-то нравилось людям, и всем это, правда нравится она всем, какой бы горькой она ни была. И вот, вероятно, Александр Дугин, новый идеолог-симулякр, выступит на суде, и с тех пор русская армия, которая потеряла дух, которая потеряла идею, которой ее не было у нее, да, быстро нужно было по-бандитски захватить страну, не шмогла, не получилось. И вот для этого разработан весь этот сценарий, спектакль. Мы не знаем, что они выкатят на суде, на этом судилище, если он состоится, это судилище. Там могут быть и фото, и видео, и аудио. Мы знаем, что все подделывается. И некоторые вещи реально могут быть настоящими, чтобы если на Западе попросят показать, им покажут, не подделку, потому что чаще всего можно узнать, подделка или нет. Не знаю, сейчас говорят, фото и видео можно сделать так, что нельзя вообще определить. Голос я уже знаю, что делается, голос подделается, но и видео и фото тоже говорят. Не знаю, посмотрим, что будет. Есть такая версия, с которой я более склонен считать верной, что Дугин будет новым таким знаменем. Но вся проблема в том, что на начальном этапе мы уже все это знаем, все это выложили, и уже той сакральности, того величия. Помните, Иса Мунаев, будучи в Украине, сказал: я отец убитой дочери, я сын убитого отца. Русскими он имел в виду. Дугин приблизительно, видимо, слова Исы Мунаева запали в душу, и они были искренними, и это было видно. Но Дугин решил сыграть в такой же трюк, и потом уже, вероятно,
грозить взрывом Запорожской атомной электростанции или еще чем-то. И как бы Путин и Патрушев, все остальные ни при чем, а вот сумасшедший какой-то Дугин, у которого дочь погибла, он весь в горе, вот он, да, он может взорвать атомную электростанцию. А Гиркину и Дугину фактически терять нечего. Это два человека, которые уже давным-давно объявлены в розыск. Они никуда не денутся после того, как пойдет фашистская Россия. И вот эта вся ситуация, когда разворачивается, и когда уже поняли, что их рассекретили по глупости, ну или не знаю, был такой приказ Ильи Пономарева, который просто обязан выполнить ту команду, которая ему поступает, начали все просто суетиться. Всплыл мегавор и фашист, который все это время молчал, Ходор. Ему начали отвечать российские оппозиционеры чеченского происхождения. Это разные там адаты, там тузики, музики там, и все остальные. И это отвлекающий. Нужно сейчас создать какое-то движение, нужно сейчас начать о чем-то говорить. Говорить там о каком-нибудь блогере, который подрался. Можно говорить о чем угодно и как угодно. Но та сеть российских спецслужб, которая и тут в Европе, и особенно ее очень много в Украине, она начала сейчас шевелиться, и сейчас очень хороший момент всех просто взять на карандаш, переписать, чтобы мы знали, кто есть кто. Хотя мы и так знаем здесь, кто есть кто, просто здесь далеко ходить не надо, просто по фамильным называть всех и всех собрать. И если азовцы, украинские военнопленные хотят получить своих военнопленных обратно, то им нужно не каких-нибудь там российских чиновников, родственников российских чиновников, которые, может быть, и за вас, или там родственников чеченцев каких-нибудь, которые тоже, может быть, за вас, скорее всего, за вас, брать их в заложники. Лучше брать вот этих, которые пытаются очернить. Не в заложники, а реально арестовать их все. Арестовать, упаковать, возбудить против них дела, как положено, и обменять уже на своих военнопленных. Ну, а если не обменяют, как Медведчука, потому что агентуру не меняют, но есть агенты, а есть действующие кадровые сотрудники ФСБ, ГРУ. Вот это элита, да, за них будут менять, за них... А вот агентура это пыль просто, фигня, короче говоря, ничего не стоящая. Да, они могут раскручивать о чем угодно, как угодно там раскручивать, поднимать своего агента, но он никто, и звать его никак, никакой защиты, ничего у него нет. Все, что у него есть, у него можно отобрать в любой момент и опять сделать его тем, кем он был до того, как он познакомился с этими террористами из из этого учреждения. Так, друзья, я перейду к вашим комментариям, друзья. Давайте я почитаю ваши комментарии. Ваше мнение мне очень важно и интересно. Поэтому, пожалуйста, пишите. Будут люди, которые будут заходить на наш канал и будут нас пытаться отвлекать от нашей темы. Поэтому не отвлекайтесь. Это они всегда так делают. Ну, посмотрим. Давайте, будьте бдительны, друзья. Так. Давайте почитаем. Так, здесь какой-то Кадыровец зашел к нам. Я его заблокирую. Америка главный враг мусульман, он говорит. Так говорят обычно прорусские. Поэтому здесь пропаганда прорусская мне не нужна. Вместо того, чтобы сейчас мы говорим про Дугина, сейчас мы говорим про российские спецслужбы, сейчас мы говорим про фашистскую Россию, которая убила 300 тысяч наших граждан, а тут заходит человек и говорит про Америку. Я здесь не позволяю ни антиамериканизм, ни антисемитизм, ни вообще любое какое-нибудь проявление лжи и русской пропаганды. Так,
Где бородачи, там уши ФСБ. Все бородачи это продукт ФСБ. Ну, все бы я не сказал крупье. Инзмон, они сейчас одних. Все нельзя так говорить, но руководство чаще всего да. Так. Подоляк очень хорошо ответил на этот фейк ихний. Ona epanamarjo ai news Kuračkin priglashit vin mavar и уй из уи сундакца дофрея винирицере. Ассаламу алейкум, Касталаве РМ. Ва алейкум ассалам. Вот это ЛГБшник хотел обсудить. Какого? Так, урбуар. Курбокнак бу. Соцсеть вехна. Давай джагар хотсет ульчер соцсети гаун аршаде хакит ульвелч. Ну вай кехташ дукумна. Все нормально. У нас все отлично. Дал му ашадек дик душунвай. Дал му хиллак дал дел ахьетанц. Дел ахьетанц. Так, Асан, муж добавил, чувственно заявил о том, что раньше не понимал суть расизма и готов просить прощения на коленях у чеченского народа. Почему-то мне лично хочется верить ему. Тебе не кажется странным, что он об этом заявил, когда сейчас Пономаревым, которого он выводил информационное пространство украинское, только сейчас об этом начал так и яростно говорить? Друг Бабченко. Мне кажется, это очень кивается цели докшун. Кадиров лием дальше, цели дальше, нис хилдат лием царь виру, шейт мадуи аузу билла, шейт чего докнагдо. Но цели дает хаусер доквай. Кадыровцы это так, курятник Путина, это курятники так. Конст, привет, Конст, витаю. Слава Украине, Ичкерии, героям слава! Залп из томагав под корягу Кремля бурлачью. Ибо, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, имя, фамилия. Слив от информатора по поводу взрыва машины Платоновой Дугиной. Дочь Дугина была причастна к краже денег, которые Кремль выделил на финансирование избирательной кампании во Франции Ле Пен. Нет, я не верю в эту версию. Я не верю в эту версию, знаете почему? Потому что в том числе то, что я сейчас перечислил, и то, что именно Пономарев тогда каким боком Пономарев знает, я чего боюсь, не то, что боюсь, я полагаю, что поджоги военкоматов, которые осуществляла вот эта банда ФСБ, национальная республиканская, так называемая армия России, они тем самым входили в доверие. И та Вовк, Наталья Вовк, которая была, она скорее всего использована в темную. Ну, знаете, можно выхватывать разговоры, которые она сказала. Я уверен, любой украинец сейчас ничего хорошего про Россию не скажет. Я помню времена, когда приезжал любой чеченец в Москву, а я постоянно встречал и провожал, у меня это одна работа была, ну и в больнице встречал, провожал, была у нас так это называлась эта работа. Я когда встречал кого-то в аэропорту или на железнодорожном вокзале, возил их через центр, когда возвращался к себе, вез их к себе домой, возил через центр. И почти все мужчины, молодые чеченцы, которые выезжали из, это был 2002, 2003, 2004, 2005, не помню сейчас точно какие года, все время это было. Когда приезжали мимо, каждый чеченец видел Кремль, он говорил, вот сюда бы сейчас одну бомбу скинуть, а не на наш город. Вот что я слышал от всех чеченцев. Потом проходило время, приезжали, уже этого не говорили, чеченцы уже менялись. Уже они становились несвободными, они уже должны были контролировать свои слова и так далее, и так далее. Так вот, легко можно было с Натальей Вовк, если, конечно, она вообще связана как-то
В этом они мастера, я неоднократно заявлял, связать, привязать, сфальсифицировать, подделать. Просто я, по крайней мере, лучше специалистов не знаю. Не знаю, на самом деле. Нужно признать, что есть, что есть, то есть. Поэтому не мог Пономарев знать о том, что ее взорвут за то, что украли бабки. Не мог. Так, Асамбек. Так. О, щикую, шумду. Так, Трамп, Петр, ты у меня подскажешь. Так, друзья. Веже ижи хар сха юлу эл. Тергал мои вот так. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам леча. Так. Ичкерия свою работу выполнила. Сейчас пусть мир завершит. Нам нужно делиться опытом, нам нужно наблюдать за всем, так как мы, их даже украинцы не знают, и Запад не знает. Поэтому нам нужно очень много поработать, друзья. Так, Асан, России эти потери людские идут на пользу. Думай хорошо, рабочие места, нерожденные дети, пенсионный фонд и преступления. Ну, я могу сказать, что потери этот режим не волнуют. Человеческого сострадания, там какой-то там нравственная, моральная сторона этого вопроса там не стояла никогда. Но вот в сегодняшнем режиме, сегодня как установлена эта система российская, в ней, можно сказать, уверенно, им абсолютно не напряжно терять этих людей. Так. В Германии тоже вроде бы много российских спецслужб. Да, абсолютно так. Могу сказать, что здесь действует. Есть, например, Якунин. Человек, который создавал вместе с Путиным там кооператив «Озеро». Старый, матерый террорист, преступник. Террорист из террористической банды ФСБ. Генерал. Живет здесь в Берлине. Миллиардер. Возглавлял российские железные дороги. Сейчас возглавляет вот тот самый русский мир. Возглавляет или там соучредителем является. Кстати говоря, Якунин является тем самым, который проводником с Европой, связь вот с этим русским дворянством, вот этим домом Романовых, там другие третьи, которыми сейчас они пристегиваются и объявляют, ну, пытаются на законных основаниях, ну, более-менее легитимных законных основаниях объявить себя дворянами новыми России. И он живет у нас здесь в Берлине. Он встречается с немецкими политиками, ну, не знаю какого уровня, уже, наверное, точно невысокого, но он финансирует, он контролирует, управляет, координирует. И есть бабки, финансы, он все это может себе позволить. Ну, как их победить? Как? Как победить, например, Киселева, который выступает каждый день на украинском канале? Как победить, например, какого-нибудь там Цымбалюка, который выступал на российском телевидении, теперь тоже сидит, несет чушь разную. Они с умным видом отводят от главной причины. Никто не говорит про ФСБ, никто не говорит про ГРУ, которая действует. Ну как их победить, если их не убирать? Ну как? Медведчука закрыли, ничего не изменилось. Вся система также работает. Что там, да, может что-то изменилось, то, что Медведчук сел, ну и все. Но это один только Медведчук. Таких Медведчуков у них тысяча. И здесь, в Германии, Европе, и в Украине, соответственно. И вы, если вы помните, кто меня смотрит, то хорошо помнит, я много раз об этом говорил. 2 года назад, 6 августа, с 6 на 7 августа, ко мне в машину сел
человек, который работал в правительстве Ахмеда Закаева, и он мне предложил работать на русские спецслужбы. Работал замом представителя Ахмеда Закаева в Германии. Он мне предложил работать на российских спецслужбах. Я специально с ним разговаривал, пытался выудить как можно больше информации. И выяснилось, что он, что ему было интересно от меня, так это он относил себя к российской военной разведке. И им нужно было, чтобы я добывал информацию у украинцев. Это говорит о том, что все направлено на то, чтобы как можно больше получать информацию от Украины, от украинцев, о Украине, об украинцах. Вот какие вот дела, друзья. Как их побеждать? Давайте будем дальше разговаривать. Вот мы определили агента. Вот давайте сейчас попробуем узнать, что там, как. Нет, агент, который занимается шпионажем, да, если его устанавливают, его можно сразу не брать, можно за ним наблюдать, смотреть, с кем он контактит и так далее. Здесь мы говорим об агентах влияния. Мы говорим об откровенных пропагандистах, которые гонят. Вот посмотрите, у всех одинаковая линия, что Дугин это великий человек. Почему убили Латынина, например, говорит. Латынина вчера говорит. Вот она вроде бы логичную вещь она говорит. И вот эти вещи потом они будут дезавуалированы после того, как состоится суд в Мариуполе над украинскими военнопленными. И вот она говорит, ну как украинцы могли убить Дугину? За этим стоит ФСБ. Та самая Латынина, которая много лет нам рассказывает, что взрывы домов в 1999 году это дело не рук ФСБ. Это все, значит, они сами взорвались там и что угодно, но это не ФСБ взрывало. Она в это не верит, просто не верит она. Вот у нее такая позиция. Просто она не дура клиническая, ну просто она не верит. И вот она говорит, зачем украинцам убивать Дарью Дугину, когда должен быть сейчас суд над украинскими военнопленными, говорит. Это же типа раздраконит еще сильнее, если они думают. И Фейкин ему говорит, да, логично. И ей это тоже понравилось, этот свой тезис. Она еще и еще начала об этом говорить. А у меня возникает другая мысль. Я-то знаю, кто такая Латынина. Я знаю, кто эти все люди. Это для украинцев открытие, для немцев, может, это открытие. А я всю свою сознательную жизнь читаю, смотрю, вижу этих людей. Кого-то в большей степени, кого-то в меньшей степени. И очень прекрасно понимаю, откуда ветер дует, как система это работает, как все это происходит. Мы это все прекрасно знаем, мы на себе это все испытывали, мы наблюдали это, понимали, к чему приходит. Сегодняшний шаг, мы знали, что мы уже знаем, точнее, тогда мы этого не знали. Сейчас мы это знаем, что приводит вот к этим последствиям. И вот так далее. А я теперь я понимаю это, что Дугин должен выступить на суде и сказать то, что Латынина говорит. Что вот смотрите, они моей дочери не дали, она была ценный свидетель. И вот появляется мотив, почему именно нужно было убить дочь. И вот она, боровшаяся с укронацистами, отдавшая свою жизнь, и тот ее папа, он будет святая месть русского человека за убитую дочь, там, и так далее, и так далее. Вот как это все объясняется, вот как, к чему они ведут и что они собираются делать. Поэтому для того, чтобы этого суда не состоялось, нужно немедленно всю агентуру в России арестовать, прекратить им всю деятельность, кого нельзя посадить под домашний арест, и прекратить всю информационную деятельность, которую они ведут. Кроме одного Бориса Стамахина. Остальные, вот все, которые сейчас там светятся, что-то о чем-то говорят, вот этих людей я могу вот поименно вам сказать, что эти люди являются проводниками Патрушевско-Лубянско-Путинской линии, которую они ведут. Так, друзья.
Так, друзья, возвращаюсь к вашим комментариям. Асанбек, так. Так, здание Маршо, да. Асан, почему республику назвали именно Ичкерия, а не другой исторической области? Не знаю сейчас, Вольф, не об этом речь. Вот, Аслан, так, Джахар, я немножко отстаю от ваших комментариев, поэтому я не знаю, на что ты говоришь. Вот. Русские либералы показали свое истинное лицо. Нету никаких русских либералов. Вернее, они есть. Вот есть. Но их не видно. И видно, очень слабо видно. Евгений, жива ли эта девушка или убита, точно одно. Украине до нее нет дела, чтобы вкладываться в ее ликвидации. Жень, абсолютно согласен с тобой. Дугина взорвали ФСБ, чтобы нациков добровольно мобилизовать и отправить на убой в Украину. Мне кажется, я предупреждаю всех, тоже, кстати говоря, это наблюдение мое, что призывников будут в этом. Сейчас же они до сих пор наемников туда отправляют за деньги. Сейчас будет обязательно, призывники будут. То есть, они сейчас говорят на 130-135 тысяч состав по армии они увеличат. 130 тысяч, это Фельштинский как раз об этом говорил. Кстати, очень умный мужик, я вам скажу, этот Фельштинский. И некоторыми вещами он, мне кажется, ошибается, но это мое мнение. А так, очень четко все раскладывает. Мне понравилось. Не совсем согласен, опять же, молодец. Так вот, и очень много информации у этого человека в голове, как исторической, так и нынешней. Вернее, исторической, совсем недавней. И он говорит, что 130-135 тысяч это один призыв у них составляет. И тогда получается, друзья, следующее. 135 тысяч новый призыв, старых не отпускают, они уже идут. И вот те, кто весной сейчас уже призван, они могут уже пойти срочниками на войну. И в сентябре им нужно тоже там месяц, два, три, вернее в октябре. 1 апреля призыв и 1 октября призыв. Вот апрельские могут пойти призывники уже в войну, как срочники в Украину. И, наверное, об этом Дугин будет объявлять. Гиркин как раз очень ждет вот этих мобилизованных, потому что не хватает мяса Гиркину, очень не хватает ему. Им всем не хватает, просто нужно как-то все это сделать грамотно. Короче говоря, получается, все призывного возраста, кто сейчас в армии и кого сейчас могут призывать, немедленно просто покидайте Россию, фашистскую Россию, немедленным образом, ни в коем случае не давайте себя призвать, вас отправят на войну. Хасан, ты же сам говорил, что мы слишком доверчивы, я тоже из нас. Да, Чири, это у нас есть такая проблема. Аслан, ты меня забанил? Нет, секрет, я тебя не забанил. Так, Светлана Хатич, Аслан, после победы над российским орком приезжаю в Украину. Дякую за любовь к Украине. Ты достойный сын Великой Чеченской Республики Ичкерия. Спасибо большое, Светлана. Я обязательно приеду и до победы, и во время войны, как только это будет необходимо Украине, нашему делу, ни одной секунды я не задержусь там, где меня не должно быть, и буду там, где я должен быть. Не волнуйтесь за это. Спасибо за такие теплые слова. Слава Украине. Асан, я уверен, что под твоим бдительным присмотром этим завуалированным агентам не удастся нас обвести вокруг пальца. То, что ты их напрягаешь, это очевидно. Зашевелились очень сильно. Зашевелились очень сильно. И вообще у них любимое занятие, когда ты их выявляешь, они говорят, ты всех видишь агентами. Кого всех, скажите, я вижу? Когда я жил в Москве, ко мне
набивались эта агентура. Просто я учился, как вы знаете, когда я учился, нам предлагали работать на российские спецслужбы, и некоторые вначале делились, что вот мне предложили, я подписал, там один сам ходил, бегал, возьмите меня, бегал. Он был не с нашего бюджетного потока, а с платного, и к нему не приходила эта бумага, он сам ходил, возьмите меня. И ладно, не буду я рассказывать все детали, которые я владею, но я очень надеюсь, что все агенты, которые работают на ФСБ, на ГРУ, хотя бы не будут на 100% выполнять свою работу. Ровно настолько, насколько ему это безопасно хотя бы выполнять. Никакого рьяного рваться в бой там, и так далее. Потому что это проигрышный вариант. Русские проиграли уже сейчас. И вот то, что вы видите, вот эти спектакли, вот все это просто курам насмех. Как они захватывали Украину, посмотрите, как они обломались, как их бьют там по всем фронтам, как они истерят, как их везде вычистили из YouTube информационного поля и так далее, и так далее. Поэтому не делайте свою работу до конца хорошо. Вам это зачтется, могу сказать. То, что они засуетились, Хамзат, засуетились не то слово, очень сильно засуетились. И если сейчас их не вычистить с Украины, здесь, с Европы, все. Знаете, что может быть вообще получиться? Сейчас там убьют Залужного, они-то определяют, например, кто их враг реальный, а кто свой агент. Или на кого можно повлиять, кто не принципиальный, кто не все догоняет, не все понимает там, и так далее. Ведь не зря говорят, военным нельзя доверять. Политика слишком серьезное дело, чтобы доверять военным. Самым, можно сказать, серьезной профессии. Потому что политика это не то, что серьезно, это самая скользкая, самая такая непонятная вещь, которая только может существовать. Допустим, они определяют людей, как это было с нашим сопротивлением, там, Залужный, там, Зеленский, третий, десятый, убивают, дискредитируют, там, запугивают, находят слабые места, так, короче, нейтрализуют, допустим, не дай бог, конечно, но мы этого не допустим, ну, допустим. И что получается? Современнейшее оружие, методы ведения, внедрения, доверие Украины, доверие к украинцам на Западе. Вот это все подрывается. Оружие натовское, технологии, которые никогда у русских не будут, и в бою они добыть даже не смогут, потому что они даже не сталкиваются с таким оружием, с людьми, кто применяет такое оружие, кроме сейчас, как в Украине. Это колоссальный удар будет. Россия выйдет сильнее, у нее будет Украина. Это 40 миллионов людей, которых также будут там поставлять на новые имперские войны. Это будет новое вооружение, новые технологии. И в конечном итоге Россия выйдет из этой войны сильнее, если они выиграют в тылу. Для этого важнее на войне достигнут паритет. Информационно мы побеждаем. А в тылу, на мой взгляд, все отвратительно. Просто отвратительно. Так, Астан. Так. Британцы почти 2,7 миллиардов долларов выделили. Позавчера американцы почти 3 миллиарда. Файтер, в этом, знаете, у вас такой товарищ, такой спонсор, что у него деньги не заканчиваются вообще.
У него этот станок там стоит, он может их печатать сколько хочет. Так что у вас проблем вообще, вся проблема возникнет с этой агентурой, которая, кстати говоря, очень сильно сбивает дух. И вам вот то, что вот этого Дугина поднимают, этого, и это делается для того, чтобы вам сбить ваш дух, ваш настрой. Я уверен, у них ничего не получится. Именно для этого такой идейный симулякр-боевик Гиркин и симулякр-идеолог Дугин. Вот два бойца, с которым придется сейчас украинцам. Но это клоуны, самые настоящие. Ублюдки, кровавые мерзавцы, но это клоуны, которые не идейные. Абсолютно. Может быть, в какой-то степени, может быть, Гиркин и есть идейный. И то я в этом сомневаюсь. Ему нужна была власть. Он хотел эту власть получить. Сколько там, и все, больше никогда, все остальные гнилые. Только Стамахин. И все, да. Панамаре мелкая сошка, аферист низкого полета. Так. Вчера нам Тайвань выделил 800 дронов миноносцев. Засыпем рашистов минами. Да, Файтер, я видел эту информацию. Причем такой револьвер называется дроны, которые могут до 9 бомб нести. Ну, короче, мини-вертолет-бомбардировщик. Отлично, все отлично, ребят. Так. Муждабаев, посмотрите на бэкграунд. Смотрите на бэкграунд. Секрет Трумтер. Аслан Закаеву уже нельзя доверять. У него там все из Лубянки. Секрет, это не ты мне говорил, Закаев там. Ты же мне уже, когда я об этом что-то говорил, ты же вроде был, топил за Закаева. Что с тобой случилось? Какие факты ты узнал? Что за Лубянка? Титаниум, Астан, зайди на его канал, послушай, он говорит, что у него есть компромат на Невзорова. Клирик. Ну, клирика я видел, парень вроде не глупый, главное, чтобы он наш оказался. Имеется в виду, не на стороне гибнявых. Говорит вроде умные вещи, не глупый парень, скажу тебе, если есть на Невзорова компромат, на него компромат разве должен быть? Если есть, надо выкладывать, что тянуть его. Единство для чеченцев обозримо. Когда-то давно украинская эмиграция объединилась, чеченская тоже сможет. Да, конечно, единство чеченцев, оно 100% беспроблемно оно произойдет. Как только мы выявим из себя вот эту агентуру, которая нам тут навязывает разные нарративы, которые нас разобщают. Сейчас мы с этим боремся, сейчас в какой-то степени у нас это получается. Начали кое-что узнавать. Кстати говоря, я вам хочу показать одно видео, раз мы уже тут затронули эту тему, которое, ну, фактически рассказывает сын депутата, говорю, российского этого канала Адат, экс-судьи, некто Янгулбаев. Так вот, он называет фамилии всех российских оппозиционеров. Вот смотрите. Послушайте, буквально 24 секунды. Этого канала Адат, который то и дело всплывает, и который, ну, страшно раздражает, очевидно, совершенно чеченское руководство, из-за которого много уже крови было пролито. Адат никогда не закроется.
Расскажите. То есть, пока будет существовать кадыровский режим, ни Адат, ни Тумсо, ни Ислам Белокиев, ни я, ни кто-то еще, ни Закаев, никто не будет останавливаться. Видели? Всех российских оппозиционеров перечислил противников Кадырова. На самом деле, вместо 1000 слов, да. И мы объединимся без проблем. Никаких проблем я не вижу для объединения. Мы чеченцы самые дружные, один из самых дружных народов, можно сказать. А сейчас немножко мы не в лучшей форме, скажем так. Но мы те же чеченцы, у нас есть и Рилк, и Ях, и Ях, и Дюнал, и Мейрал, и все остальное у нас имеется. Риллак, уважение, все имеется, и все будет отлично. Просто нужно разные вот этих симулякров зачистить с нашего информационного поля, назвать их теми, кем они являются. Так, секрет. Аслан, как же ты прав, истинно глаголит твоими устами. Иногда научитесь мне доверять, секрет, Дион. Это касается не Закаева, Дион. Не только. Это типично. Так, все будет ночью Ичкерия. Дал мула. Ичкерия будет свободна, одессит. Дай Бог, одессит. Я разочарован в нем по полной, а в его окружении много агентов и подозрительных людей. Да, Невзоров сам по себе компромат. Да, Хамза, точно. Так, ты не в их списке, Аслан. Да, Хамзат, я не в их списке. Но вы не поверите, как они, вернее, вы тоже, наверное, это наблюдали. Потому что я очень сильно сопротивлялся этому. Меня всегда хотели приступить. Есть Кавказ Реалии. На этом Кавказ Реалии работают в том числе и чеченцы. Этот Кавказ Реалии все время гонит на Кадырова. И вроде бы американцам нужно, Кадыров одна из основ путинского режима, хотя это не путинский режим, а ФСБшный режим, и убрать Кадырова и Путина даже ничего не изменится. Так, внешний вид только может измениться. Суть останется та же. Россия и банда, террористическая банда ФСБ, это террористическая организация, которая по-другому существовать не может. Она дальше будет убивать, взрывать, совершать противоправные действия вокруг себя, потому что только в хаосе они могут получать свою прибыль, свою пользу. Вот такая вот это террористическое зло, просто абсолютное, беспримесное зло на земле. Вот то, что это и существует. И меня пытались пристегнуть на этом Кавказе Реалии, я сопротивлялся, меня вот всячески оппозиционеры, противник Кадырова, хотя я постоянно подчеркивал, говорил везде. В конце концов они отстали от меня, и они начали другой метод. Я, например, что-то скажу, Chechen Lives Matters. Они берут это все делать, объединяют и начинают это распространять. Потом, когда возникает какая-нибудь ситуация, им задают вопросы. Они же дурят американцев по факту. Они же обманывают их. И возникает ситуация, что вот, а кто у вас здесь? Ну вот смотрите, про меня что же знают, и хотят они этого или не хотят. И меня пристегнуть ни к какой российской спецслужбе никак у них не получилось, при всем их желании. И тогда они говорят, а он тоже с нами. Ну вот, смотри, мы вместе участвуем в акции Chechen Lives Matters, допустим, там какой-нибудь. Когда паспорт мы рвем российский, они не участвуют. А вот когда пристегнутся ко мне, именно поэтому я делал эти заявления, чтобы меня никак с ними не ассоциировали. Потому что дело, некоторые говорят, надо, если ты выявил агента, попробуй получить от него пользу. Да, я бы попробовал получать пользу, если бы здесь была какая-нибудь чеченская спецслужба или какое-нибудь чеченское там нормальное сопротивление, где есть надежные люди и так далее. И что даже если я где-то подскользнусь, а играть с ними очень опасно в разные игры,
то никто тебя не спасет, имеется в виду твою репутацию не спасет. Да? Я бы не хотел бы, чтобы после моей смерти говорили, что я работаю на русских или как-то был с ними связан. Мне это просто самое страшное, что может быть. Хотя и они это пытаются сделать. Всячески где-то, как-то там меня как-то связать, что-то сделать. Всячески пытаются. Ну, теперь вот я дистанцировался. Поэтому в какой-то степени нужно вот отгородиться от всего этого, чтобы никто никак не мог. Вот как только у нас формируется, он у нас сформировался, формируется, в том числе и я этому способствую, чтобы у нас не было никого, кто связан с фашистской Россией. Точнее, не с русскими, а с русскими спецслужбами, с имперцами. Вот если бы была бы за мной мощная какая-нибудь система, я бы, да, тогда бы я и заигрывал бы, манипулировал бы, играл бы в их игры и так далее. Но так как я независимый человек и за мной никто не стоит, я предпочитаю просто оставаться вот маяком. Что как бы, да, это не может непродуктивно, может это им, русским спецслужбам, и выгодно в какой-то степени, что я разоблачаю, и быстро они узнают, что разоблачили, и они изменяют. Где-то там подстраховываются, где-то там это делают. Ну, не знаю. Я пытаюсь, конечно, все не выдавать, а только выдавать, когда уже деваться некуда, да, чтобы выявить их ложь. Тем более я какой-то там, как я говорил, не какой-то вообще секретной никакой информации не обладаю, только из открытых источников. Поэтому посмотрим, Дион. Аслан, Россия это ад на земле. Да, именно так. Джахар, да, и дох ما عندوش رولك ير هاديك قيتون جار هاديك قيتون да ишлах твойло иштқиетан больше. Курочкина приглашает по номеру. Все, оставьте, я Курочкиных не обсуждаю больше. Это будет что у нас есть. Джахар, так. Аслан, я им горжусь от списки лучше. ويديك يقر حمزات ايوه اختقالت الخير دايما غاري وين يبور мадуйцер Кадыров асас чуяли решение, он у меня уже загружен этот ролик, где он этот говорит, этот ролик просто я его по ссылке просто там не открыто, я после стрима его сейчас открою сразу же после стрима и можете посмотреть, друзья. Короче говоря, мы вступаем в очень интересное время. Фиксируйте, пожалуйста, фиксируйте. Также я вас попросил перевести текст с чеченского языка на русский. Он у меня есть в разделе сообщества. Это речь Джохара Дудаева. И только один Хамзат сказал, что соболезнует, не может ничем помочь. Больше никто из вас мне не ответил. Тысячи людей меня смотрят. Из них... ну, я понимаю, некоторые на работе, некоторые еще по какой-то причине, но и не все говорят по-чеченски, но мне нужно, чтобы кто-то перевел этот текст. И это ничего сложного. Возьмитесь кто-нибудь. В разделе сообщества есть этот текст. Переведите мне за один день, это несколько минут вашего времени. Тот, кто хорошо владеет русским и хорошо владеет чеченским языком, мне нужен. Ничего сложного, давайте вместе делать эту работу. Меня не станет завтра, что вы будете делать? Раз и все. И дальше будете опять симулякры слушать и верить в то, что говорят эти мерзавцы и подонки. Всего самого хорошего, друзья. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. А еще лучше, если вы переводите и помогаете. Всего самого хорошего, друзья. Все будет Ичкерия, слава Украине. И как обычно, Господи, благослови Америку и уничтожь фашистскую Россию. Адикер